Если наступил момент в жизни, когда тело и разум требуют полной перезагрузки, то самое время задуматься о поездке в Индонезию, на сказочный остров Бали. Почему именно Бали и за что его так хвалят туристы разных статусов и размеров кошельков по всему миру, я расскажу вам сегодня. Добро пожаловать в Singapore Airlines Dreamliner. Мы летим в Индонезию. Остров Бали – это один из группы Зонских островов, входящих в состав Индонезии. На западе граничит с островом Ява, на востоке с еще одним популярным у туристов – островом Ломбок. Юг острова омывается открытыми водами Индийского океана. Несмотря на свой сравнительно небольшой размер, природа и рельеф острова предельно разнообразны. Здесь найдутся и высокие действующие вулканы, и изумительной красоты водопады, и тропические леса, переходящие в скалистые береговые линии. Каждый турист может найти здесь уголок, который будет соответствовать его предпочтениям. Готовясь к путешествию, я долго изучал информацию об острове, ведь у большинства туристов, никогда не бывавших на Бали, существует мнение, что сюда едут в основном те, кто занимается виндсерфингом. Но это совсем не так. Этот остров имеет неисчерпаемый потенциал для разнообразного туризма. Первое, что встречает туриста, прибывшего в международный аэропорт Денпасара, столицы острова, это приветственная музыка в зале прилета и улыбчивые сотрудники таможни. Сразу становится понятно, остров просто создан для туризма и отдыха. Добро пожаловать на Бали, сказочный остров. При выходе из аэропорта вы увидите множество мотоциклов и байков на парковке. Но это не удивительно, ибо Бали известен своими узкими дорогами в две полосы и невероятными пробками. Поэтому байк – это лучшее средство передвижения на острове. Самый удобный и быстрый способ передвижения по Бали – это, конечно же, мопед. И сейчас мы отправляемся в путешествие. Первое место, куда мы отправились на Бали – это курорт Улувату. Улувату – один из самых молодых курортов острова и расположен в южной его части. Курорт напоминает небольшой полуостров с трех сторон омывающийся открытым Индийским океаном. Улувату считается одним из самых солнечных мест на острове. Одна из его главных природных особенностей в том, что он располагается на скалах высотой около 100 метров. Здесь вы практически не найдете отелей, находящихся прямо на пляже. Зато почти у каждого отеля на скале есть свой спуск к океану, а виды, открывающиеся с террас гостиниц, завораживают своей красотой. Бали находится за экватором в южном полушарии на 8-й широте. Собственно, в октябре солнце светит под углом 90 градусов, поэтому я не отбрасываю тень. Для своего пребывания на Улувату мы выбрали отель Radisson Blu Улувату. Новый отель, смешавший в своем стиле как элементы европейского модерна, так и азиатского хай-тека с национальным декором, удивил своей красотой, комфортом и невероятной гармонией. Он расположен практически у самого океана, на высокой скале. По местной традиции, гостей здесь встречают холодными полотенцами для рук, пропитанными ароматическими маслами и приветственным напитком. Доброе утро. А доброе оно, потому что начинается вот так. Но раз уж мы приехали к океану, то самое время сходить на пляж. Из нашего отеля тянулась небольшая скалистая тропинка, ведущая к берегу. Спустившись, нас ждал удивительно красивый тихий пляж с белоснежным коралловым песком и красивыми скалами, уходящими в океан. Скалы здесь формируют маленькие лагуны, где просто сама природа велела устраивать профессиональные фотосессии. Когда находишься в таком месте, захватывает дух.
Ты как будто бы соединяешься с природой в одно единое целое. Бали – это остров одних из самых красивых в мире закатов. И одно из лучших мест, где на них стоит полюбоваться, это гостинично-развлекательный комплекс The Edge. Сам комплекс расположен на вершине высокой скалы перед обрывом. Состоит из двух частей – люксовый отель The Edge и дневной клуб-ресторан 180. Если в первый попасть довольно сложно и накладно, то во второй при раннем бронировании вы сможете легко поужинать и полюбоваться красивейшим закатом. А сейчас мы находимся в знаменитом месте, которое называется 180. И, собственно, такой красоты я еще не видел. Одна из главных изюминок ресторана 180 – это его бассейн над обрывом со стеклянным дном. Признаюсь, это невероятные ощущения. Когда ныряешь в этот бассейн, складывается ощущение, как будто бы ты паришь над обрывом. Наступает время заката. Стоя на обрыве перед океаном, ты видишь, как диск солнца окрашивает небо в ярко-красный цвет, постепенно переходящий сначала в розовый, а потом и фиолетовый. Вечер отражается в высоких волнах Индийского океана, а теплый океанический бриз, пропахший местными ароматами, дарит ощущение полной свободы и легкости. Здесь ты понимаешь, насколько щедро природа одарила этот маленький сказочный остров. Но Бали – это не только отдых с красивыми видами, это еще и особый колорит. Изучать культуру, кухню и природу Бали дальше мы отправились в легендарный Убуд. Он расположен практически в центре острова. Рельеф местности представляет собой множество зеленых холмов и узеньких рек. Весь Убуд окружен экваториальными лесами. Дорога из Улувату в Убуд занимает около 2 часов. По дороге можно встретить множество индуистских храмов и памятников архитектуры. В отличие от шумных пляжей Куты или Семеньяка, здесь редко встретишь ночные вечеринки. Убуд – это культурный центр острова. Именно здесь сосредоточено самое большое количество индуистских храмов и памятников. Все основные религиозные и национальные праздники с особым размахом отмечаются именно здесь. Местные жители здесь тоже отличаются от основной массы балийцев. Жители Убуда свято верят в карму. Они считают, что своей жизнью и поступками они влияют на судьбу своих детей, и поэтому каждый день стараются сделать что-то доброе и полезное своим ближним. Это чувствуют и туристы, прибывающие в этот район острова. Для своего пребывания в Убуде мы выбрали отель Команека от Раса Саянг, что в самом центре города. Это очень красивый отель, который утопает в зелени и цветах. Как и во всех отелях Убуда, здесь есть красивый бассейн, напоминающий маленький пруд посреди экваториального леса. На территории можно встретить даже растущий на дереве дуриан. Экваториальные джунгли – это очень круто. Отель очень известен своим спа-центром, где вам доступны любые косметические процедуры и массажи. Добро пожаловать в Убуд, столицу балийских джунглей. И, собственно, сейчас мы заселились в отель и ожидаем массажа. Но, конечно же, будучи на Бали, стоит попробовать именно балийский массаж, который напоминает собой даже не процедуру, а целую церемонию. Перед массажем обязательно омывают ноги в цветах, это очень круто. Так что будем релаксировать. Я уже упоминал, что жители Убуда всегда стараются максимально угодить и сделать доброе дело. Мы тоже почувствовали это на себе. Например, в нашем номере
убирались дважды в день, а печенье и фрукты, которые доступны в каждом номере, постоянно пополняли бесплатно. Вроде бы ничего особенного, но очень приятно. А сейчас будет традиционная чайная церемония в Бали. What is this? Убуд – это также лучшее место, где стоит познакомиться с местной едой и деликатесами. Здесь расположены самые вкусные и известные рестораны Бали. Балийская кухня напоминает смесь элементов индийской, тайской и китайской кухонь. Здесь много блюд, которые содержат в себе кокосовое молоко и карри, огромное разнообразие риса и морепродуктов. Особое место в местной кухне занимает тунец, которого вылавливают в водах Индийского океана. Также здесь вы встретите множество блюд из птицы и свинины. Говядину тут не едят, поскольку это запрещено по законам индуизма. Одно из самых известных балийских блюд является жареный рис наси горенг. Это жареный рис с курицей и морепродуктами, в который добавляются овощи и омлет. Балийские специи и кокосовое молоко придают этому блюду необычайный вкус. Ну что же, мы продолжаем свой гастротуризм по Индонезии. И на данный момент пробуем новые блюда. Это курица карри по балийскому рецепту, а также ребрышки, приготовленные также по балийскому рецепту. После знакомства с местными особенностями, самое время знакомиться с флорой и фауной Убуда. Отличным местом для начала своего маршрута станет лес обезьян, который находится в самом центре города. В Убуде на Бали находится большой лес с обезьянами, и сейчас мы идем на них смотреть. Это классический экваториальный лесопарк, где в условиях дикой природы массово обитают обезьяны. Их в парке огромное количество. Здесь они живут целыми кланами и чувствуют себя как дома. В парке много сотрудников, которые регулярно их кормят и следят за порядком. Сами обезьяны тут живут в свое удовольствие, практически не замечая присутствия человека. Резвятся. Обезьянки. На самом деле очень похожи на людей. Наши маленькие собратья. И, собственно, я нашел себе друзей. Да? Альфред. После прогулки по парку с обезьянами мы решили посетить еще 3 важных достопримечательности Бали. Рисовые поля Тегаланг, водопад Сикумпул и храм Улундану. Дорога нас ждала дальняя. Поэтому для передвижения по острову мы арендовали байк. Стоит это удовольствие всего 120 тысяч рупий в сутки. Это около 550 рублей. По дороге в Тегаланг мы остановились на ферме, где производится знаменитый кофе лювак. Этот кофе считается одним из самых неоднозначных и дорогих в мире. А сейчас, дорогие друзья, мы будем пробовать с вами кофе, но не обычный кофе, кофе лювак. Собственно, технология его приготовления – это маленькие зверьки едят кофейные зерна сырые, и после чего испражняются, и их испражнения уже тщательно промывают, обжаривают, молят кофе и, собственно, варят этот ароматный кофе. Ну что ж, будем дегустировать? Ну, для меня это первый раз. Ну, если не думать, что это испражнение, то это очень вкусный кофе. Также на этой ферме можно попробовать разнообразные виды чая и кофе, производимых на Бали, и покататься на огромных качелях, которые привязаны к высоким крепким пальмам. Проведя дегустацию, направляемся на легендарные рисовые террасы Тегаланг. Здесь нас ждали невероятной красоты террасы, засаженные рисом, и красивые тропические леса. Это одно из тех мест, где растет легендарный бурый балийский рис, известный своими целебными свойствами.
Вдоль террас можно найти множество кафе, где из этого риса готовят разнообразные балийские блюда. Направляемся дальше. Нас ждет довольно длинная дорога на север острова Бали с невероятными видами на красивые рисовые поля, мелкие речушки и самобытные балийские деревеньки. Все-таки именно путешествуя на байке, можно полностью прочувствовать дух этого острова и познакомиться с красотами и бытом местного населения. А дальше нас ждал красивейший храм Улун-Дану, расположенный на озере Биратан. Он был построен еще в 17 веке. Это одновременно достопримечательность и сакральное место для балийцев. Гладкая поверхность озера, которая вплотную подступает к большинству храмовых построек, создает ощущение, что святилище плывет по воде. А горные цепи на заднем плане создают красивый фон для этого неспешного плавания на лодке. Именно этот храм изображен на купюре 50 тысяч индонезийских рупий. Погуляв по храмовому комплексу, мы отправились к завершающей точке нашего экскурсионного маршрута – водопаду Сикумпул, дорога к которому лежит через горную гряду и состоит из множества крутых серпантинов. Когда извилистая горная тропа приводит к обзорной площадке, захватывает дух. Сикумпул, север Бали, самый высокий водопад, 80 метров. Это что-то невероятное. Вид, открывающийся на водопад, напоминает декорации голливудскому фильму про джунгли. Сикумпул – огромный водопад высотой 80 метров, несущий холодную чистейшую воду, окруженный тропическими лесами. Всевозможные лианы и папоротники обвивают скалы вдоль всего водопада. Здесь создается невероятное ощущение чистоты и силы природы. Несомненно, это обязательное место для посещения на Бали. После 2 насыщенных дней в Убуде и его окрестностях настало время познакомиться с раем для любителей серфинга – курортом Чангу. Сегодня мы приехали в Чангу, курорт для серферов. И, собственно, есть все для того, чтобы ваш серфинг был лучше. Волны, пляж, хорошее настроение, вулканический песок. В общем, все. Сам Чангу представляет собой типичный балийский молодежный курорт, чья береговая линия за счет гигантских волн идеально для серфинга. На каждом шагу здесь можно найти доски и экипировку в аренду, а также за небольшую плату взять несколько уроков с инструктором. Сразу предостерегу тех, кто еще не стоял на доске и хочет попробовать это сделать без предварительных тренировок. Ничего не получится. Нужно в любом случае научиться держаться на доске с инструктором на пляже и только после этого выходить в океан. Этот вид активного отдыха требует тренировок и все-таки по своей сути больше является стилем жизни, нежели видом отдыха. Так как Чангу – это курорт, где преимущественно живут экспаты, переехавшие на Бали по работе или для ведения бизнеса, здесь можно встретить множество ресторанов, где подают блюда разных кухонь мира. И, как правило, те, кто держит эти рестораны, привозят поваров и персонал из своих стран. Таким образом, если, например, вы зайдете во французскую пекарню, круассаны вас ждут точно такие же, как в Париже. Говорят, что Бали – это остров богов. Здесь своя культура, свой быт, свои традиции. Разнообразие острова позволяет найти здесь райский уголок любому туристу. Главное заранее правильно проработать свой маршрут. Здесь есть и шумные пляжи с клубами и танцами до утра, идеально подходящий для спа и медитации Убуд, и чудесные пляжи Нуса-Дуа, где вы найдете лагуны со спокойной чистой водой, что идеально подходит для отдыха с детьми.
Власти страны, когда принимали решение, насколько разрешать иностранцам безвизовый въезд на Бали, определили, что для того, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями и пляжами Бали, нужно 30 дней. Поэтому те, кому виза в Индонезию не нужна, включая наших сограждан, могут свободно в течение 30 дней изучать культуру, быт и красоты этого замечательного острова. Если бы меня спросили, на что похож остров Бали, то я уверенно сказал бы, что он похож только сам на себя. Его нельзя сравнивать ни с Мальдивами, ни с Таиландом, ни с Сингапуром. Это особое место, в которое всегда хочется вернуться снова. Наверное, в этом и есть сила сказочного Бали.